На кадрах этой хроники 40-х годов танцовщица Раймея Булисова. Она была артисткой Крымско-татарского драматического театра. Раймея Булисова родилась в 1918 году в селе Ахманай Ленинского района. После окончания школы училась в Акмесджите в музыкально-хореографическом училище. День башланганда Райметам неге кетеді, оларны танцевальный группаны алып кеттелер неге перед ранеными и советскими солдатами выступать. В Иргере о неткенде почти что весь фронт она прошла. И бара ойнай. Сон ойна болған сон, видимо, вальс шеллер. Рокоссовский, военачальник советской армии, лично он ее пригласил танцевать. Она так гордилась, что она танцевала с Рокоссовским Константином. В 1944 году Раймея Булисова была выслана в Коканд, вышла замуж, стала матерью 3 детей. Жалакудук деген жерде директор дома пионеров болып чалышты. Яхшы чалышты, кружоклар чалышайды, түрлі-түрлі, балалар қатынайды. Мен оларны evine кірген едім. Кірсем, маға альбом көрсетті. Оғадар дүлібер ресімлер бар еді. Райметтам ойнай, танцует. Капак, индийский фильм, индийский ойынларны ойнай, шо костюмлерде, цыганский. Раймея Булисова работала в поселке Аим, затем с семьей переехала в город Янгиер, учила детей крымско-татарским танцам. Бек яхшы, дүлібер, намыслы Райметтам, бек güzel ойнайды, тойларда тым-тымға түшереді. Кроме вклада в культуру, Раймея ханым активно участвовала в реабилитации прав крымских татар. Умерла в 1970 году после тяжелой болезни. Ей было 52 года.